Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели и телезрители, здравствуйте! Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона с вами я, редактор Вета Вишнякова. Наши режиссеры Мария Новгородова, Николай Слепцов-Айдын, а в нашей студии организаторы первой сельскохозяйственной олимпиады для школьников Республики Саха-Якутия, и я с удовольствием их представляю прямо сейчас. Итак, сегодня в нашей студии гостит Василий Павлов, доктор философии, ректор Малой академии наук Республики Саха-Якутия. Василий Климович, здравствуйте. Приветствую. Как всегда, вас рада видеть с вашей ослепительной улыбкой. Также в нашей студии сегодня Михаил Чиросов, доктор биологических наук, директор Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства Республики Саха-Якутия. Михаил Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас видеть, не меньше. И сегодня я познакомилась еще с одним нашим гостем. Это Надежда Шилова, директор школы номер 10 города Якутска, почетный работник образования России. Надежда Александровна, здравствуйте. Рада познакомиться. Добрый вечер. Сегодня мы будем говорить о том мероприятии, которое очень скоро пройдет в нашем городе Якутске. И пройдет оно для всей нашей республики. Впервые это сельскохозяйственная олимпиада школьников нашей республики. И, наверное, первый мой вопрос Василию Климовичу. Это ведь не первое мероприятие, да, и наверняка не последнее такого масштаба. Вы являетесь оператором, организатором этого мероприятия. Насколько сложно организовывать такое мероприятие, и кто ваши партнеры? Да, наша организация уже существует больше 25 лет, и одно из важных направлений нашей работы является организация олимпиадного движения. Начиная даже с муниципального этапа, школьного, муниципального и прочее, мы постоянно участвуем, особенно в региональной теме, и постоянно формируем команды, проводим учебно-тренировочные сборы, и наши дети участвуют в перечневых олимпиадах больших, да, так сказать, это Всероссийская олимпиада школьников по 22 предметам, уже давно проводится. В этом году еще в апреле месяце с 12 по 18 апреля у нас будет заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре. То есть сюда приедут 300 молодых и очень талантливых школьников со всей России, со всех регионов, да, практически они примут участие в этой замечательном мероприятии. Организацией мы занимаемся давно, поэтому уверены, что наша эта новая олимпиада пройдет хорошо, и у нас задача сделать ее перечневой, да, так сказать, сделать ее такой, чтобы она стала известной по России, да, так сказать, стала такой важной, интересной, потому что сельскохозяйственная тема, она очень важна, и особенно в свете тех новых изменений, которые идут сейчас, да, в науке, технологии, идет полный ренессанс, да, так сказать, сейчас даже города становятся уже производителями большой сельскохозяйственной продукции и прочее, потому что совершенно новые технологии приходят в помощь всем нам, и поэтому это всегда будет очень интересной темой, и сейчас еще более интересной для молодого поколения, поэтому мы очень рады, что у нас много партнеров хороших, да, которые принимают участие, помогают нам, школы, институты, Академия наук. И самое важное еще, хочу сказать, что последние годы у нас наша страна постоянно вкладывает большое внимание олимпиадному движению, особенно через образовательный центр «Сириус», да, образовательного фонда «Талант и успех», так как они помогают, например, по уровню, повышения олимпиадного движения для школьников, и сейчас это все идет очень хорошо и активно. Спасибо большое. Те школьники, с которыми вы приходите, не раз приходили в нашу студию, они просто поражают меня своим интеллектом, тем, как они выглядят прекрасно, как они вообще к жизни относятся. Поэтому это очень здорово быть в ваших рядах. Спасибо огромное. И то, что вы говорите, вы первые, российские новости уже подхватили эту прекрасную новость, да, о том, что вы первые, уже об этом говорят. Михаил Михайлович, расскажите, пожалуйста, на ваш взгляд, поможет ли такая олимпиада какой-то более такой яркий, активный интерес к сельскохозяйственному аграрному делу пробудить у школьников? Ведь в ней участвуют школьники 7, 8 и 10 классов. Кстати, друзья, если кого-то эта тема интересует, заявку можно подать на эту олимпиаду до 10 марта. Это можно сделать, все нюансы, да, посмотреть на сайте Малой академии наук Республики Саха-Якутия. И это могут сделать и классы, и индивидуально учащиеся. Поможет ли это как-то развивать сельское хозяйство лучше, чем оно есть сейчас на самом деле? Ведь сейчас понятно, что все не очень хорошо.
Ну, надо сказать, что наш институт, он разрабатывает технологии, и мы уже больше 25 лет, вот 25 лет, имеется малая сельскохозяйственная академия. Она была создана по инициативе Егора Афанасьевича Борисова, Андрея Андреевича Мартынова, и они проводили методические семинары по исследовательской работе. То есть это как, значит, выращивать растения сельскохозяйственные, как ухаживать за животными, все, значит, промеры, бонитировки. Это как бы исследовательская работа, и она вот, ну, активно развивалась. Есть прямо электронные методички. Но вот это потом мы стали эти конференции, чтения, посвященные именам в основном наших первых директоров, организаторов института, Сафроновские чтения, Степановские и другие. Мы их проводили, проводим сейчас ежегодно, но постепенно я, ну и тоже к олимпиадному движению, как человек, имеющий отношение к Малой академии наук уже давно, понимаю, что это как бы, ну, две стороны. Академическая, классическая, учебный процесс – это олимпиадное движение, и исследовательская работа «Шаг в будущее». Поэтому мы стали, ну, думать, как бы охватить сельскохозяйственную олимпиаду. Пошлись по стране, посмотрели, где поисковые вещи. Оказывается, проводят некие аграрные вузы, но в таком, ну, для себя только больше для. И у них охват все-таки какой-то немножко не совсем охват всех. То есть они только на сельхозшколы какие-то, часть свою, а мы тут предлагаем участвовать всем, в том числе городским. Как-то вот так показывает жизнь, что не всегда в аграрные вузы приходят из села, в том числе из рабочих городов, в том числе из города, из городов идут. Поэтому мы, соответственно, ее делаем открытой. 7, 8, 10 это вот Малая академия наук предложила нам не замахиваться на все, потому что это первое пилотное, у нас только начало. Я, конечно, восхищен оптимизмом Василия Климовича на перечневый уровень, это вообще надо идти долго, упорно. Ну и взяли те классы, которые не пишут экзамены. 7, 8 и 10. Плюс еще так посмотрели, оказывается, нету рабочих учебных планов, где бы четко было расписано, какие предметы, как в 7, какие в 8, 10. У нас полный фристайл в этом плане. То есть мы сейчас разрабатываем методическую такую комиссию, создали, и в этом плане опыт Малой академии наук очень важен, потому что нам просто показывают пример, как надо делать, как надо проверять, ну и опыт Сириуса, потому что у них очень много дистанционных моментов для этих вещей. Поэтому мы ждем не только агрошколы, мы все привыкают к агрошколы, агроолимпиады. Это могут участвовать все дети по своему желанию, и мы сразу говорим, что задания будут комплексные, будут разные отрасли в разных классах, но вот по степени вопросов 7 будет меньше, 10 больше тематика и больше вопросов. Но в принципе посильные муниципальные это будет массовый, такой полугибридный. Ответы можно будет быстренько вбивать, у нас будет ограниченное время. Ну, то есть вот такая некая тест-контрольная форма, как вот обычно делают сейчас Сириус. Ну, а потом мы должны во время 28 марта будет выставка «Я агромиллионер», очень такое помпезное название, да, «Я агромиллионер», будут объявлены финалисты. А финалисты дальше уже будут состязаться в 10-й школе. Нашем партнере, которые мы очень рады, что они, во-первых, и рядом, во-вторых, у них все агропрофиль и интересные направления. То есть, агромиллионеры существуют же? Агромиллионеры есть, да, отдельные структуры. Значит, хорошее название. А в России вообще это стало уже норма. То есть вот у нас в России сейчас не вот никак импортируют, а экспортер продукции, а если вот мы понимаем, что кто кормит мир, тот и владеет этим миром. Поэтому в этом плане наша страна сейчас идет опережающей темпе, но у нас немножко сельское хозяйство находится в более сложных условиях. Но, в принципе, зампред Патрушев Дмитрий Николаевич уже сделал распоряжение, который прямо четко написал: каждый квартал должно быть мероприятие по агропрофессии. Каждый квартал. Ну, хорошо бы, чтобы эта как-то сфера, да, была более популярна среди молодежи, да. чтобы мы могли сами производить и есть качественные продукты, питаться. Вы сказали про желание обычных школьников городских. Вот как раз в нашей студии сегодня директор одной из городских школ, школа номер 10. Надежда Александровна, как вы считаете, насколько сейчас на сегодня интерес у школьников к этой теме высок, или наоборот его как-то эти олимпиады смогут сделать выше, чем есть сейчас? Во-первых, спасибо за
участие в таком диалоге, за встречу с нашими партнерами. И здорово, что позволили нам быть операторами на республиканском уровне. Но интерес из потолка-то не возьмется у школьника. Ребенок живет принципом проб, а ему надо для этого дать возможность. Дать возможность попробовать погладить лошадь, покормить собаку. Городские дети – это иные дети, которые зачастую не знают, что такое мунха, например. Не знают, ну здорово, вот видите, как же он может выбрать? Мунха. Мунха, да, не знаю. Да, ну вот после передачи мы вас проконсультируем. Да. Я в интернете посмотрю. Уже дети 10-й школы могут это вам рассказать. И проблема в том, что образовательная программа, она практикой не обеспечивается. А с другой стороны, вузы сегодня принимают, в том числе зачитывая результаты олимпиад. И я очень рада, что Малая академия говорит, что будет перечневая. А с третьей стороны у нас созданы специальные классы. Они не называются агроклассами. Но поскольку там же много профессий и специальностей, в том числе инженеринг высокого уровня, в том числе там ветеринария, все, что хочешь. Но вот такой подход – попробовать все через разные способы. Где-то в лес, где-то за ягодой, где-то за рыбой. Поэтому летний лагерь. У нас создан специальный 10 класс в этом году. Он называется «Класс бизнеса и туризма». Это фирменный класс АГАТУ нашей академии, которая является флагманом в этом направлении и ориентирует детей на вот такие практические вещи. Наши детки каждую пятницу уезжают туда, приезжают оттуда лекторы. То есть вот сегодняшнее предложение вступить в такой проект олимпиадный, он очень логичен для нас, потому что ребенок должен видеть результат, он должен иметь возможность, что его где-то оценят на другом уровне. И это здорово, причем мы средняя школа, мы этим гордимся, у нас очень неплохие результаты по экзаменам по физике, по химии. У нас очень сильный педагогический корпус, который имеет возможность, в общем-то, молодежь обучать, потому что 26 молодых специалистов, которые пришли из нашего Северо-Восточного университета. То есть вот мы очень стараемся удерживать все направления. Более того, город в этом году взял ракурс на развитие олимпиадного движения, созданы специальные центры по различным предметам, в том числе в нашей школе есть такой центр. И поэтому здорово, что вот агронаправление по своим олимпиадам позволит именно те классы, которые сейчас не заняты. У них есть возможность переформатировать свой выбор экзамена. Ну, может быть, что-то понравится, да, по-другому, 7-е и 8-е классы, и выбрать другие предметы уже более осознанно. Мы это делаем специально, мы даем возможности проб и ошибок по всем направлениям, в том числе аграрному направлению, которое как бы стоит основной задачей. Когда Айсен Сергеевич на январском совещании работников образования четко сказал, что эту задачу нужно решать и поднимать. Ну, а чего ждать, когда есть хороший вариант и хорошее предложение? Возможно, после проведения таких олимпиад вот ваше учебное заведение будет больше поток абитуриентов? Надо сказать, что мы не учебное заведение, мы научно-исследовательский институт, но мы тоже понимаем, что через цепочку, через СПО, ВУЗ и в аспирантурах идет пополнение кадров. Поэтому, например, опыт «Шаг в будущее», когда уже академики, член-корреспонденты РАН вместе с экспедициями, вот Никита Григорьевич, это Соломонов в этом плане ярчайший пример. И сейчас мы видим вот среди тех, которые были детьми, сейчас уже кандидат наук, заведующими группами, будущие доктора наук. Но это в пределах каких-то 10-15 лет это происходит. Поэтому надо искать таланты и работать с ними. И я думаю, что вот и наша малая сельхозакадемия института, она тоже уже имеет определенную результативность. У нас есть сотрудники, которые в институте работают, они кандидаты наук. В этом плане мы хотим вот издалека начать, потому что дети видят и говорят, у меня есть уже выбор, я иду к этому человеку, у меня есть тема, есть у меня знания по олимпиадам. Сейчас по всей стране идет такая мощная тенденция по целевому обучению. Целевое обучение – это обучение не в одну сторону, вот отправили мы в центральный вуз, это обратный возврат. Это очень важная схема. Вот Василий Климович, выпускник МГУ,
Я выпускник СПбГУ, ЛГУ. Ну, мы здесь, то есть своеобразные, это целевые. Я думаю, что мы тоже должны вот в этом плане тоже находить контакты и двигать. Ну, причем при этом кадровый вопрос должен решаться на месте. То есть у нас есть СХТ, Чурапчинский колледж, есть у нас АГАТУ, внутри него есть тоже колледж. Это целая сеть, которая существует, которую необходимо пополнять. Я думаю, что мы будем информацию распространять об этих учреждениях и среди наших участников. Ну вот вы научные, такие исследовательские, да, работы проводите. А вот насколько сейчас популярно вообще поступление в сельскохозяйственные учебные заведения, чтобы быть ближе к земле, чтобы это создавать, эту продукцию, не только изучать? Ну, надо сказать, что не особо идут в аграрные вузы, конкурс там не очень большой, порой он по принципу остаточному, то есть не поступил Центровоз, не поступил ВИП-100, и я иду в аграрные или в другие. Но это надо менять, потому что профориентация у нас сейчас в наше время не очень хорошая. Идут лишь бы порой заполнить бюджетные места, а это не есть хорошо. Надо, чтобы было сознательно. Ветеринарная тоже, да, служба? Это тоже сюда же относится? Да, это одно из... И тоже не популярно, да? Ну, там, может быть, чуть получше, но в целом, как бы, у нас, сказать, по стране кадровый голод возникает. Недаром Патрушев, зампредседателя правительства Российской Федерации, делал распоряжение, где 4 раза в год каждый субъект должен проводить мероприятия по агропрофессиям. Хотя это большая проблема. Агромиллионеры есть. Вот. Ну, агромиллионеры есть, но вот ярмарки, выставки только начинаем. Вот это, между прочим, 28 марта в историческом парке «Россия. Моя история» тоже будет очень интересное мероприятие. Там должны приехать, в том числе из центральных вузов. Они создают определенную конкуренцию нашим, но зато дети видят размах, и все-таки мы должны на целевую направить. Вот ассоциация... Да. У нас минута остается, чтобы нам успеть еще ролик замечательный посмотреть. Давайте напомним, что до 10 марта, да, принимаются заявки. О том, как правильно подать заявку, можно посмотреть на сайте Малой академии наук. Может принять участие любой класс, 7, 8, 10 или индивидуально, да, кто-то захочет, даже тот, кто вообще не связан с темой сельского хозяйства. Я посмотрела, что такое мунха, это вид зимней рыбалки в интернете. Спасибо, так бы и не знала. И у нас есть ролик, который мы сейчас предложим всем нашим зрителям, но потом, если что, вернемся в студию, но на всякий случай не переключайтесь, у нас еще второй блок. Якутский научно-исследовательский институт сельского хозяйства, который, как подразделение Федерального исследовательского центра, Якутский научный центр «Соран», является крупнейшим научным учреждением сельского хозяйства на северо-востоке России. Разработки якутского НИИ сельского хозяйства высоко оценили на 25-й российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2023» в городе Москва, где было получено 7 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовая медали. Все указанные амбициозные задачи по качественному развитию отрасли АПК в условиях Якутии предлагается реализовать в формате межрегионального агробиотехнопарка. Но развитие любой отрасли экономики невозможно без подготовки кадров. По отчетности Минсельхоза Якутии, производством и переработкой сельхозпродукции занимаются более 420 организаций и подрядкооперативов с численностью работников свыше 6 тысяч человек. Кроме того, имеется порядка 3000 самозанятых фермеров и индивидуальных предпринимателей. Ресурсной базой для создания новых фермерских хозяйств и кооперативов являются 62 тысячи личных подсобных хозяйств населения. Законодательством Якутии определен специальный статус агрошкол, что позволяет им получать дополнительное финансирование. В настоящее время имеется 96 агрошкол, ежегодно выпускающих по 1000 выпускников. Также в Якутии имеются 2 профильных учебных заведения. Это созданный еще в 1918 году Якутский сельхозтехникум, который в 2022 году получил федеральный грант «Профессионалитет» в размере 100 миллионов рублей. Также это Арктический государственный агротехнологический университет, где одновременно обучается свыше 3000 человек. АГАТУ является базовой организацией Минсельхоза России по традиционным отраслям Севера, а также единственным аграрным вузом на северо-востоке России.
Дорогие друзья, до 10 марта можете подать заявку на сайте Малой Академии. Вся информация. 7, 8 и 10 классы. Николаю Барамыгину огромное спасибо за организацию сегодняшнего эфира. Второй блок буквально через короткие 4 минуты. Оставайтесь. Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели и телезрители, мы продолжаем. Мы снова в прямом эфире, и в нашей студии другие уже гости. Я рада их представить. Мы в ближайшие 18 минут будем говорить о республиканском методическом триатлоне молодых педагогов среднего профессионального образования, который проходит сейчас в эти дни. Сейчас идет финальный этап. И в нашей студии гости, которые имеют к этому мероприятию непосредственное отношение, и я рада их представить. Надежда Идреева, заместитель директора Якутского медицинского колледжа, кандидат медицинских наук. Надежда Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Максим Сорочинский, эксперт триатлона, кандидат педагогических наук. Максим Анатольевич, добрый день. Здравствуйте. И Анита Кальченко, преподаватель медицинского колледжа города Алдана. Анита Аркадьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что вы пришли сегодня в нашу студию. Я еще хочу поблагодарить за организацию сегодняшнего эфира главного редактора редакционно-издательского центра Института развития профессионального образования Тамару Данилову. Тамара, благодарю, всегда мобильно, полно, спасибо. И начать, наверное, я хочу с целей этого замечательного мероприятия, который собирает 30, да, по-моему, да, молодых специалистов в этот раз. Расскажите, пожалуйста, какие цели преследует вот такой вот республиканский методический триатлон, почему он так называется. Ну, понятно, что про это единоборство, но все-таки название интересное, привлекает к себе внимание. Альпы, да? Педагогические Альпы. Республиканский методический триатлон «Педагогические Альпы». Он был основан в 2014 году. Учредителем является Министерство образования и науки Республики Саха-Якутия, а также организатором является Институт развития профессионального образования. В этом году вместе с Институтом профессионального образования мы, Якутский медицинский колледж, являемся его организатором. Почему? Потому что в прошлом году наша команда заняла первое место, была абсолютным победителем. И та команда, которая является абсолютным победителем, его организация на следующий год является тоже в числе организаторов. Но целью этого методического триатлона является стимулирование личностно-профессионального роста молодых педагогов и их творческой активности. Задачами является повышение профессиональной компетентности молодых педагогов, распространение опыта работы, приобретение опыта работы. Кроме этого, в таких мероприятиях очень много связей, коммуникаций в сообществе среднего профессионального образования. Ну и в общем это направлено на повышение престижа профессии педагога среднего профессионального образования. Вот как раз хотела и сказать, такие педагоги у нас сегодня в студии красивые, молодые, красивые. Я, честно говоря, думала, что уже интерес к профессии учитель как-то, не такой вот высокий, как был, допустим, раньше, да, в советское время, когда все хотели стать учителями и врачами. Сейчас немножко поменялись приоритеты. Но глядя на сегодняшних гостей, мне кажется, что нет. Максим Анатольевич, вы один из тех, кто оценивает работу, да, конкурсантов, тех, кто выступает и показывает открытый урок, да, презентации и так далее. Как вы считаете, насколько подготовлены преподаватели и по каким критериям вы оцениваете, как отбираете лучших? Да, здесь на самом деле, если говорить вот так прямо, наша задача экспертов не только состоит в оценке, но больше направить, подсказать. Вот я сегодня просматривал 3 занятия, и мы конкретно говорим, советуем, вот что можно было сделать здесь лучше, где на что обратить внимание. Ну и, соответственно, оцениваем в любом случае то, что есть, то, что представляют конкурсанты. И мне показалось, уровень достаточно высокий, потому что даже молодые преподаватели, они показывают очень хороший уровень владения педагогическими технологиями, методиками, умеют хорошо взаимодействовать с ребятами. Далее используют современные технологии. То есть вот эти все критерии, они легли в основу оценки, например, оценки занятия, и мы ими руководствуемся. Но кроме этого смотрим, такие
стандартные вещи, как человек держится, как выходит из различных стрессовых ситуаций. Которые вы создаете? Нет, мы не создаем, но хотя идея хорошая. А как вы тогда увидите? Ну вот, например, во время занятия сегодня одна из конкурсанток призналась, что забыла часть материалов и сразу быстро на это среагировала, подключила мобильные телефоны и как бы из этой ситуации вышла. То есть вот это тоже очень хорошо... Сама создала, сама да, решила. хорошо характеризует преподавателя, потому что всегда все идет не так, и нужно быть к этому обязательно готовыми. Вот это, наверное, одно из ключевых моментов, на которые я, например, сегодня смотрел, и это очень здорово, что с вот этими неожиданностями очень хорошо справляется. Вы кандидат педагогических наук, несмотря на то, что вы такой молодой, вы уже 5 лет им являетесь, и, наверное, вы тоже работаете в сфере, да, преподавания, вы педагог, и тоже что-то преподаете? Да, я работаю в Северо-Восточном федеральном университете в педагогическом институте. Кроме этого, вот, провожу для Института развития профессионального образования в рамках подготовки преподавателей различные курсы. И вот являюсь экспертом многих конкурсов. Вот, например, через месяц, там, чуть меньше, будет большой конкурс, это «Мастер года». Вот, и я думаю, что некоторые преподаватели, которые участвовали в педагогических Альпах, продолжат свое дело и выступят и в другом конкурсе. Там помимо республиканского этапа будет еще всероссийский этап. А почему вы выбрали такую профессию? Здесь такой очень сложный вопрос для меня. Сложный. Ну, можете не отвечать, сложно если не на хотите. него ответить, но в целом мне понравилось рассказывать, доносить до людей мысли, в том числе свои и не только свои. Это, наверное, было вот одним из ключевых моментов. А там дальше можно уже обсуждать нюансы. Вам, наверное, так и как-то сподручнее оценивать других, потому что вы сами знаете, что это за работа, да, где там сложности, то есть какие-то моменты вы можете оценить, которые не смог бы оценить эксперт, который, не работал, например, преподавателем, да, а только там, допустим, научной деятельностью какой-то занимается и все. И даже не только в этом, я и сам очень участвую в различных конкурсах, поэтому вот я и со стороны участника наблюдаю, имею опыт наблюдать, как все происходит, на что обращают внимание, чего боятся, над чем, наоборот, работают участники. И со стороны своего опыта тоже смотрю на это. И вот такой баланс позволяет очень хорошо не просто оценивать, но и давать советы, что на самом деле намного важнее. Наверное, за этим и приходят участники, да, этого конкурса. Нита, расскажите, пожалуйста, о ваших впечатлениях и зачем вам участие в этом конкурсе, что вы в итоге приобретаете, оправдывают ли средства цель? Или цель средства? И ожидания, в общем и целом. У меня впечатления очень положительные. Изначально я приехала, потому что это для меня первый опыт вообще участия в конкурсах. Я очень-очень молодой педагог. На самом деле я закончила университет всего год назад, в прошлом феврале. Медицинский, я клинический психолог. И от преподавания это, далековато, но я всегда мечтала преподавать. Уже даже в университете я создавала кружки, там, научные сообщества, и там какие-то лекции, новые методы опробовать хотелось. И вот на хомячках, так скажем. Вы закончили медицинский институт? Да, все верно. Клинический психолог, это же очень востребовано сейчас. И да. Вы уехали в Алдан? И там стали преподавать? Я из Алдана, и я уезжала учиться в Ярославль. Вернулись обратно? И вернулась обратно, да. Это удивительная история. Почему? Так сложилась судьба. Да, но выбор мой был осознанный. Это про то, что чем больше какая-то профориентационная работа ведется, чем больше осознанности у тех, кто поступает на какие-либо профессии, тем больше у них будет мотивации затем идти работать по специальности. Вот, допустим, да, педагогически, вот вы вначале говорили о том, что немного меняется вектор, и педагоги это там, может не так актуально, или там, что наоборот актуально. Вот если человек изначально замотивирован как-то, либо он уже попробовал, ему понравилось, да, какая-то педагогическая деятельность, то, конечно, оно навсегда станет
останется в сердце, и он будет к этому стремиться. Вот так же у меня случилось. А вы в Алданском медицинском колледже преподаете? Преподаю психологию, психологию в профессиональной деятельности у медсестер и фельдшеров. А вот вы в этом конкурсе поучаствуете, вот вы, получается, в финал уже прошли, да? А дальше что это вам дает для вашей карьеры, для вашей профессии? Вы дальше как-то это определяет ваш путь, вот такое вот участие, там, например, в более таких масштабных мероприятиях, конкурсах? Ну, тут скорее можно рассматривать с разных сторон. Например, методические наработки где-то у кого-то подсмотреть, как вести лучше, какой контакт выстраивать со студентами, потому что это очень важно. Может быть, как проще свою деятельность организовывать, чтобы сэкономить время, сэкономить ресурсы. Это тоже очень важно, потому что много тратится сил жизненных на то, чтобы подготовиться к уроку, к занятию, к лекции. И вот обмениваясь опытом, обмениваясь впечатлениями с другими участниками, это все остается где-то там, в головном мозге, на задворках, все это сохраняется. А с другой стороны, когда говоришь, что вот тут участвовал, вот такой-то опыт есть и так далее, то потом можно и других мотивировать участвовать. Зачем? Затем, чтобы улучшать свои навыки, коммуникативные в том числе, с этими познакомиться, с теми познакомиться, тут найти какой-то контакт, мостик построить. Это тоже очень важно. И детей тоже мотивировать, то есть студентов, чтобы они раскрывались этому миру, чтобы они участвовали, получали жизненный опыт, потому что именно благодаря жизненному опыту мы становимся лучше, меньше боимся и лучше переносим разные трудности в жизни. А как вам ваши конкуренты, насколько они в ваших глазах вам соперники? Ну, на самом деле, хорошие конкуренты. Я могу, наверное, выделить вот наших коллег из сельхозакадемии. У нас с ними как-то с первого дня очень хорошо сложилось, и они такие, знаете, интересные, юркие, то есть они с этой стороны покажут как-то, развернут проблему таким образом, что я даже не ожидала, а интересный подход. Вот как-то так. Вот они мне наиболее хорошо запомнились. Еще такая небольшая реклама, того, о чем мы говорили в первом блоке. Да. Внимание, интереса к агропромышленной вот этой вот сфере, да? Может быть, мы еще скажем о тех ваших соучредителях, которые партнеры, которые вам помогают проводить это мероприятие в стенах медицинского колледжа. Мы работаем в тесной связи с Институтом развития профессионального образования. Я бы хотела еще рассказать и Ассоциация молодых педагогов, Я бы хотела бы еще рассказать о том, как отбор проходил. Да. Отбор проходил, у нас в республике 42 профессиональные образовательные организации, и путем онлайн-тестирования, который состоит из 25 вопросов. Туда входят вопросы нормативки, туда входят вопросы педагогики, психологии, антикоррупционной деятельности, антитеррористической деятельности. И вышли в финал 10 команд. Я с гордостью хочу назвать эти команды. Это Якутский автодорожный техникум, Алданский политехнический техникум вместе с Алданским медицинским колледжем, транспортный техникум, Якутский промышленный техникум, Якутский сельскохозяйственный техникум, Вилюйский профессионально-педагогический колледж, Якутский педагогический колледж, Алекминский техникум, Якутский финансово-экономический колледж и Якутский техникум сервиса. Тогда из Якутска очень много получается, больше, получается чем много, из районов. Получается много, но все равно география. Видите, у нас и районы задействованы здесь. И те, кто прошли первый этап, сейчас они проходят второй этап, который состоит тоже из разных мероприятий. Прошли, например, уроки открытые, прошли внеаудиторные мероприятия. Сейчас идет защита презентаций по профориентации. И завтра у нас будет финальное мероприятие в Николаев-центре в Актёмцах. И там будут тоже по проектной деятельности эти команды состязаться.
Завтра вообще последний день этого мероприятия. Да, завтра последний день. И потом, наверное, какой-то будет дружеский фуршет, и уже разъезжаются все по своим домам. А это мероприятие, вот люди, которые в нем участвуют, да, молодые преподаватели, вы что-то за это платите, или это вот как-то вам помогают добраться до... Организационный взнос есть. Есть, да? От колледжей. Само учебное заведение, в котором вы преподаете, да? Да, есть организационный взнос. А как в Алдане вообще живут люди? Расскажите, насколько вам, вот, может быть, сложно соревноваться, во-первых, в самом Якутске, да, и с командами профессиональных учебных заведений средних, да, которые здесь и находятся в столице нашей республики? У нас очень хорошая подготовка, я считаю. У меня одна моя коллега, она преподаватель из Алданского медицинского колледжа, Нария Николаевна, а второй наш, как в команде член, это преподаватель из Алданского политехникума, Валерия Юрьевна. И мы сплотились настолько, что, знаете, знаем каждое слово друг друга, просто можем подхватить на лету. Мы готовились, не скажу, что не спали ночами, да, нервничали, конечно, но у нас, мне кажется, на очень хорошем уровне подготовка. И нам, наверное, было несложно состязаться, потому что мы были уверены в себе. У вас, получается, командная работа, то есть это несколько человек, да, или есть определенное количество, 3 человека? 3 человека от каждой, либо от каждой команды, либо от организации, либо от нескольких организаций. Всего в сумме должно быть 3. Каждый член команды должен был поучаствовать в одном задании, то есть я вела разговоры о важном, то есть урок на патриотическую тему. Моя коллега из колледжа моего проводила открытый урок на медицинскую тематику, и вот Валерия Юрьевна проводила сегодня презентацию. И также остальные участники. Сложная очень тема, но сегодня в сегодняшних реалиях ее касаться достаточно тяжело. Как вы справились? У меня была довольно хорошая такая подготовка в психологическом плане. Так как я психолог и живу психологией, и думаю о психологии, то я эту тему развернула таким образом, что смысл жизни, зачем и ради кого вернуться. Я взяла архивные письма фронтовиков здесь, в Якутской национальной библиотеке, да, и было несколько изданий наших соотечественников, которые как раз-таки писали письма с фронта домой. 41-й, 42-й, 43-й и так далее. Эти письма я собрала, они на якутском, я перевела на русский язык при помощи своих студентов, потому что у нас в основном студенты — это саха, и они очень хорошо говорят по-русски, я, к сожалению, очень плохо, вот, и они мне помогли, то есть еще и работа такая была на сплочение со студентами. Да, интересно. Мы письма перевели, я эти письма на состаренной бумаге напечатала и уже раздавала детям на уроки, и дети анализировали эти письма с точки зрения ценностей. Анита, спасибо большое, на самом интересном месте, но нам приходится завершить. Всем спасибо за внимание, вам завтра удачного финала. Спасибо, что были сегодня с нами.